Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. На площадке открытого правительства министр туризма, предпринимательства и инвестиций Алан Диамбеков ответил на самые каверзные вопросы журналистов. Подробности в материале Тимура Мазаева. Во Владикавказе открылись бесплатные курсы ЦИСКа. Как работают компьютеры, а также их как собирать и устранять неисправности, можно узнать в учебном классе. Первая группа студентов к занятиям приступила уже сегодня. 50-летний юбилей отметил заслуженный артист России, народный артист Южной Осетии Феликс Царикати. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров вручил медаль ему во славу Осетии. Эти и другие темы далее подробно. Сегодня стартовал третий сезон проекта «Открытое правительство», в рамках которого прошла пресс-конференция Алана Диамбекова. Министр туризма, предпринимательства и инвестиций начал с новости о том, что республика получит 264 миллиона рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. В ходе беседы с журналистами чиновник отметил, что не считает проблемой сокращения количества предприятий малого бизнеса. Куда важнее рост прибыльных предприятий. Особый акцент Алан Диамбеков сделал на получении грантов, отметив, что при нем выдача бесплатных денег будет в последний раз. Бесплатные деньги никакого отношения к поддержке предпринимательства и к развитию предпринимательства не имеют. По одной простой причине. Суть программ в формировании предпринимательского сословия, предпринимательского класса. В основе предпринимательства предпринимательский дух, характер, бизнес-характер. Такой характер не может формироваться на подарках. Так не бывает. Ни один успешно состоявшийся бизнесмен не начинал свою жизнь с того, что ему дали бесплатные деньги, за которые он не переживает, которые не надо возвращать, которые, конечно, можно не украсть, хотя хотелось бы, но можно, скажем, через год сказать: знаете, это рисковая ситуация, у меня ничего не получилось, но я не особо переживаю, я не закладывал квартиру. Я, например, закладывал квартиру, когда начинал бизнес. Я себе не мог позволить не вернуть эти деньги, понимаете? Это формирует характер и совершенно иное качество труда над бизнес-проектом дает. В будущем схема выдачи грантов претерпит значительные изменения. Главной особенностью станет публичность конкурса на получение денег. Алан Диамбеков не оставил без внимания и проблему вкладчиков БРР. При поддержке министерства один предприниматель уже выиграл дело и теперь ожидает решения апелляционной комиссии. Если удастся эту апелляцию пройти положительно, это будет просто супер прецедент во всей Российской Федерации. АСВ не будет легко, могу это повторить. Я думаю, что агентство по страхованию вкладов уже это почувствовало. В Осетии легко не будет, легко быть не должно. Вот. Опять же, результат гарантировать не могу. К сожалению, никто не может гарантировать результат, но есть вещи, в которых процесс важнее результата. Вот процесс нахождения рядом с предпринимателями, процесс понимания предпринимателями, что они не оставлены один на один с этой ситуацией, на мой взгляд, он должен показать как минимум будущим поколениям предпринимателей, что если что-то случится, то рядом с ними кто-то будет. Говоря о более крупном бизнесе, министр заявил, что в скором будущем вновь заработает алкогольный завод «Салют». Говоря о туризме, Алан Диамбеков заявил, что речь о прекращении строительства Мамисона не идет, так как это объект федеральный, остается только ждать. В завершении чиновник отметил трудность для создания проектов, рассказав о будущих крупных инвестициях. В ближайшие несколько месяцев до конца года мы подпишем 2 инвестиционных соглашения с 2 сетями гипермаркетов. Это Metro Cash & Carry, крупная европейская сеть, и Лента, сеть российская, тоже достаточно крупная. Это гипермаркеты продуктов питания. Общая сумма инвестиций составит порядка 2 миллиардов по обоим проектам. При этом Лента собирается строить 2 магазина, насколько я знаю, пока во всяком случае. Соответственно, инвестиции могут отрасти до 3 миллиардов. Количество рабочих мест суммарное вместе с сопутствующими предприятиями порядка 1000. На сегодня обе сети определяются с точками дислокации, которых не так много во Владикавказе. Елена Черенкова, Тимур Мазаев, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. В IT-парке Алания прошла презентация учебного курса ЦИСКа. Центр информационных технологий при поддержке Твинго Телеком запустил образовательный курс для студентов и старшеклассников. Как работают компьютеры, а также как их собрать и устранить неисправности. Это и многое другое можно узнать в учебном классе. Все, кто хочет начать карьеру в сфере интернет-технологий, могут посетить бесплатные курсы ЦИСКа. Первая группа студентов к занятиям приступила уже сегодня. Самым способным слушателям курса компания Twingo Telecom предоставляет отличную возможность пройти практику на предприятии.
Впереди новые образовательные проекты, это и курсы, тренинги, мастер-классы. Мы продолжаем работу в развитии информационного общества в республике и укрепление IT-среды. 50-летний юбилей отметил заслуженный артист России, народный артист Южной Осетии Феликс Царикати. Таймураз Мамсуров вручил ему медаль во славу Осетии. В частности, глава республики отметил большой вклад артиста в развитие и сохранение культуры. Феликс Царикати выразил благодарность руководству Северной Осетии за искреннее признание. Я хочу поздравить Феликса с этой наградой, безусловно, заслуженно им. Хочу пожелать ему здоровья, творческих успехов. Он еще парень молодой, у него все впереди. Его лучшие песни еще не спеты, я думаю, что... За последние 2 месяца подобную награду вручили ополченцам, защищавших жителей Донбасса, политикам и отличившимся спортсменам и тренерам. Тома Валева, Тинадин Музашвили, Михаил Безуглов. Осетия ТВ.